Добрый вечер. А теперь о главном. Адвокат Джениса Молдохматова сообщил сегодня журналистам, что его подзащитному вручено уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков в октябре прошлого года. Адвокат уже говорил 8 мая, что Молдохматову добавили еще одну статью, а первое обвинение касалось того, что он захватил здание ГКНБ утром 6 октября и освободил Алмазбека Атамбаева. Против Дженgiша выдвигают еще одно обвинение. Это по 264 статье Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Организация массовых беспорядков». Если бы обвинение оставалось только по первой предъявленной статье, они не были уверены, что смогут доказать вину, и Молдохматов мог бы освободиться. Поэтому сейчас добавляют вторую статью обвинения. Особенно резко против Садыра Джапарова Молдохматов начал выступать с января, после того, как Джапаров в одном из интервью назвал 3 ветвями власти президента, парламент и правительство, упустив независимую судебную ветвь власти. Это ошибка, и Джапаров повторял то же самое позднее и в других своих интервью, но только из-за этого начать серьезное противостояние, да еще с переходом на личности, наверное, не совсем корректно. Он не смог назвать классическое разделение властей. Что он сказал? Он сказал, что 3 ветви власти – это парламент, президент и правительство. Второе. Я увидел его экономическое невежество, его политическую неграмотность, его бескультурье, а также ложь. Везде ложь, он на каждом шагу лжет. Один из примеров – Жетимто. Ар бир жерде калп, ар бир жерде жалган айтып келатат. Анын бири Жетимто. Высказывания Молдохматова стали еще более резкими после задержания 15 марта Телекмята Гуренова, вместе с которым Молдохматов участвовал в некоторых митингах протеста. В апреле, через месяц, Гуренову изменили меры пресечения на домашний арест. Он обвиняется в попытке захвата власти. Детали обвинений не раскрываются, а в социальных сетях сообщается, что он задержан только за свои выступления и публикации в сети. Сегодня вновь пришедшая власть впервые сошла с пути справедливости. В то же время сам президент на своем Facebook-аккаунте комментирует высказывания депутатов и граждан, тех, кто говорит против него. Почему тогда его не призывают к ответу? Сегодня, я считаю, с Божьей помощью начинается борьба за справедливость и законность. Я обращаюсь, давайте все объединимся, будем крепко стоять, как один кулак. Күрөш башталды деп эсептейм. Кайрыларым, бардыгыбыз биргели бир муштумдай бекем туралы. Но второе обвинение в отношении Молдохматова может оказаться гораздо более серьезным. 9 октября освобожденный из СИЗО Алмаз Атамбаев, Сапар Исаков, Фарид Ниязов, многие другие и присоединившийся к ним Өмирбек Бабанов прошли маршем в центр Бишкека и провели провокационный митинг, который был чреват началом гражданской войны. Молдохматов стоял в тот день на трибуне рядом с Атамбаевым. Микрофон! Уважаемые кыргызстанцы, вот 5 октября против тех, кто пришел к власти с помощью бандитов, кто хотел захватить власть силой денег, они совершенно бессовестно хотели взять 90 мандатов, купить народ, растоптать все. Против них выступила главным образом молодежь. Но всех этих фактов, хотя они и вызывают подозрения, недостаточно для предъявления серьезных обвинений. Ситуацию усложняет и то, что адвокаты обвиняемых всегда громко выступают, обеляя своих подзащитных, а сторона обвинения не дает полной информации. В целом же все эти события октября прошлого года можно бы забыть и закрыть, иначе любого, кто в них участвовал, можно в чем-то обвинить. Жеңиш Молдохматовду камакка алуу
Арест Жеңиша Молдокматова – это одно из проявлений политических гонений. Я бы хотел обратиться к сегодняшним властям, к Садыру, Камчи и другим. Мы должны забыть те 10 дней октября, закрыть этот вопрос навсегда, отправить в историю. В период с 6 до 15 октября никто не может сказать, что его действия были законнее, чем у других. Biz jabışımız gerek. 6-сынан 15-не чейин ешким мен мыйзам дуракмын деп айта албайт. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Аиб. Всего вам хорошего и до свидания.